Эмомали Рахмон в Швейцарии, что подписано и о чем договорились. Президент Таджикистана в рамках официального визита в Швейцарскую конфедерацию 5 ноября провел встречи с президентом этой страны Ули Маурером и с президентом международной компании Glencore International AG Айваном Глазенбергом. Что обсуждали лидеры двух стран? Лидеры двух стран обсудили перспективы сотрудничества двух государств, нахождение новых путей развития и расширения отношений двух государств. Сообщает пресс-служба президента РТ. Мы связаны с Таджикистаном, так как мы являемся горными странами и находимся на стыке транснациональных рек. Мы готовы в рамках двустороннего сотрудничества вместе с вами также осуществлять и другие проекты и инициативы на благо народов. Цитирует слова Ули Маурера пресс-служба таджикского лидера. Он поздравил Эмомали Рахмона с успешной политикой и реализацией реформ в различных сферах в период независимости вашего государства. Источник – пресс-служба президента РТ. Президенты Таджикистана и Швейцарии подчеркнули, что Таджикистан и Швейцария уже имеют хороший опыт налаживания взаимовыгодного делового сотрудничества. Товарооборот за первые 9 месяцев этого года составил $132 миллиона, что свидетельствует о росте по сравнению с предыдущим годом. Для расширения экономических связей двух государств важным факторами были названы активизация межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, расширение сотрудничества в финансовом секторе в рамках финансовых институтов Бреттон-Вудса, Международного валютного фонда и Всемирного банка, сотрудничество в области добычи и переработки полезных ископаемых Швейцарского бюро по экономическому сотрудничеству, СЭКОУ, и участие швейцарской стороны в реализации многих инвестиционных проектов в Таджикистане. Эмомали Рахмон пригласил президента Швейцарской конфедерации посетить Таджикистан в удобное для него время, и приглашение было принято. О чем договорились? По итогам встречи президентов Таджикистана и Швейцарии были подписаны новые документы о сотрудничестве. Меморандум между правительством Республики Таджикистан и Федеральным советом Швейцарии по сотрудничеству в области изменения климата, снижения риска природных бедствий и устойчивого планирования в Республике Таджикистан. Меморандум между правительством Республики Таджикистан и Федеральным советом Швейцарии по сотрудничеству в сфере интегрированного управления водными ресурсами в Республике Таджикистан. Эмомали Рахмон вчера же провел встречу с президентом международной компании Glencore International AG Айваном Глазенбергом. Встреча Эмомали Рахмона с президентом международной компании Glencore International AG Айваном Глазенбергом. Источник – пресс-служба президента РТ. Эмомали Рахмон выразил удовлетворение торгово-экономическим сотрудничеством, которое является одним из важнейших аспектов двусторонних отношений, и назвал эффективное партнерство компании Glencore Швейцарии с Талко Таджикистана в области производства алюминия хорошим примером подобного сотрудничества. За последние 12 лет Талко и Glencore в целом осуществляли торговые операции на сумму более $4,7 миллиарда. Предполагается, что в течение следующих 5 лет эти две компании по подписанным контрактам будут финансировать и развивать коммерческое сотрудничество на сумму $1,5 миллиарда, сообщает пресс-служба президента РТ. Источник – пресс-служба президента РТ. Было подчеркнуто, что с учетом имеющихся возможностей Таджикистана и потенциала Glencore налаживание сотрудничества в других сферах национальной экономики будет выгодным для обеих сторон. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам поиска новых путей расширения торгово-экономического сотрудничества и инвестиций со стороны Швейцарии, в том числе компании Glencore в различных сферах, прежде всего, в реализации проектов по конечной переработке в месторождениях золота, серебра, сульмы и цинка. Отметили стороны и необходимость использования возможностей сотрудничества в сфере энергетики и других производственных отраслей национальной экономики, реализации программы модернизации потенциала компании Талко и вклада этой компании в реализацию 4-й стратегической цели Таджикистана – индустриализацию экономики страны.